Глава республики посетил старейший коммунальный объект столицы Коми – Сыктывкарский горводоканал. Сегодня он обеспечивает город питьевой водой. Владимир Уйба высоко оценил передовые технологии очистки воды, которые используют на очистных сооружениях предприятия. После небольшой экскурсии руководитель региона встретился с трудовым коллективом. О чем шла речь на встрече, расскажет Елена Кононова. Святая святых Сыктывкарского водоканала, 4-й блок. Именно сюда поступает вода из Вычегды и проходит здесь глубокую очистку. Весь процесс автоматизирован. Начальнику смены нужно только следить за приборами и, если надо, провести корректировку. После управления 4-м блоком сюда выводятся все жизненно важные показатели работы, такие как количество поступающей воды, объемные расходы реагентов, аварийная, световая, звуковая сигнализация. Чистота воды на особом контроле. На всех этапах очистки лаборанты берут пробы и делают анализы. В этом цеху производят тот самый реагент, которым обеззараживают воду вместо опасного хлора. Для производства гипохлорида натрия используют обычную пищевую соль «Экстра», которую привозят из Белоруссии. Это менее опасный реагент, он достаточно широко сейчас применяется по всей России. От опасного производства применения жидкого хлора мы ушли в 2009 году, и вот уже много лет мы используем гипохлорид натрия. Сыктывкарский горводоканал – одно из старейших коммунальных предприятий столицы. Ему без 5 минут 90 лет. Здесь трудятся 650 человек. Основная задача хозяйства – обеспечить город питьевой водой. На обслуживание водоканала 300 километров сетей водоснабжения и 300 километров сетей водоотведения. Также 30 канализационных насосных станций и 14 водопроводных насосных станций. На встрече с коллективом глава Коми отмечает, ему хотелось узнать, какую воду пьют горожане. Теперь уверен, безопасную. Технологии по очистке воды передовые. Осталось заменить ветхие сети, по которым живительная влага поступает к потребителю. Эта работа предприятием ведется планомерно своими силами. А вот по другому вопросу, который волнует сегодня специалиста водоканала, без помощи правительства не обойтись. Это дноуглубительные работы по Вычегде. От них напрямую зависит работа насосной станции водозабора. По словам Владимира Уйба, пока федеральную программу успели включить только Печору, но Вычегда на очереди. Мы должны с вами понимать, что сегодня дноуглубительные работы – это сотни миллионов рублей за километр. То есть это дорогие работы. Я сейчас не буду просто говорить о том, сколько мы там запланировали по Печоре, но по Вычегде это деньги, которые мы пока должны планировать федеральному учреждению, которое отвечает за это. И, конечно, в первую очередь это аргументировать именно не тем, что мы хотим просто, чтобы река была глубокая, да, а тем, чтобы у нас есть судоходство, и это судоходство именно связано с тем, что, опять же, это не прогулочные суда, да, когда хочешь покатайся, не хочешь не катайся, а это жизнеобеспечение. Еще одна проблема – подготовка кадров для коммунальной сферы. По словам главы, этот вопрос тоже решается. Сегодня молодых специалистов обучает 2 техникума Сыктывкара. Кроме того, среди школьников 9-11 классов ведется профориентационная работа педагогами. Волнуют сотрудников водоканала не только профессиональные вопросы. Радеют специалисты и в целом за республику. Интересуется будущим. Владимир Уйба отвечает, сегодня в планах реализация 41 проекта. Они обеспечат работой тысячи жителей, позволят перезапустить экономику республики, увеличат налоговые поступления в бюджет региона. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.